Саляму алейкум, дорогие друзья! Великая возможность от Всевышнего дается каждому из нас. Возможность за одну ночь совершить большое дело, большие благодеяния, воздаяние за которые Аллах Тааля увеличивает многократно. Об этом Аллах Тааля в Коране говорит, что есть ночь могущества, ночь предопределений, как некоторые говорят. И за благодеяние этой ночи Аллах Та'аля даст воздаяние, как будто бы человек совершал добрые, благостные поступки, молитвы, обращение ко Всевышнему на протяжении 1000 месяцев. Как же провести эту ночь? Как же провести этот вечер? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, советовал и сам являлся примером. Последние 10 ночей месяца Рамазан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, собирал свою постель и максимально много уделял времени поклонению Всевышнему Аллаху Та'аля. И в одном из хадисов описывается, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, что после пятикратной молитвы наилучшая молитва – это ночная молитва, то есть молитва тахаджуд. Та молитва, которая является самой ближней ко Всевышнему, потому что она читается во время сна, когда человек очень сладко спит, и он должен оставить свою постель, теплую постель, и поблагодарить Всевышнего за те блага, которыми Он его наделил. Эта ночь начинается вообще после ахшам, после магриба, после захода солнца и заканчивается восходом солнца. Вот этот промежуток времени максимально нужно заполнить молитвами, благостными молитвами, поклонением. И желательно прочитать ночную молитву джамаатом в мечети и утреннюю молитву также джамаатом вместе в мечети. Так как в хадисе говорится, если человек прочитает ночную молитву джамаатом в мечети и утреннюю также в мечети с джамаатом, то будет считаться, что он всю ночь провел в поклонении Всевышнему Аллаху Та'аля. Также в эту ночь очень благостным считается произносить молитвы. И особенную молитву нам упоминает сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. В одном из изречений Аиша, радийаллаху анха, спросила: «О пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, если я застану ночь могущества, то с какой молитвой мне лучше обратиться ко Всевышнему Аллаху Та'аля?» И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: обратись с такой молитвой, и обучает ее, и через нее каждого из нас. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: Аллахумма иннака афун, тухиббуль афуа фа'фу анни. О Аллах Та'аля, ты прощающий, любишь прощать, ты щедр на прощение, так прости же нас. Прости осознанно или неосознанно совершенные ошибки или прегрешения. Эта ночь, она очень благостная. Также в эту ночь желательно прочитать молитву тасбих. Та молитва, в каждом ракаате которой мы по 75 раз произносим слова «Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар». Она читается из 4 ракаатов, и в каждом ракаате, в каждом действии желательно произнести. В первом действии произносим 15 раз «Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар». И потом в каждом действии нашей молитвы произносим по 10 раз. И в общем сложности получается 75 раз в каждом ракаате. Эта молитва особенная. Чем же она особенная? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, своему дяде Ибн Аббасу говорит: «О дядя, хочешь, я научу тебя такому действию, такому деянию, такой молитве, благость которой поможет тебе избавиться от грехов. Даже если твои грехи по числу песчинок на дне океана, то есть если даже их очень много». Когда
ибн Аббас сказал: да, конечно, я желаю, чтобы ты обучил меня этому. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в хадисе описывается, обучает его молитве тасбих. Также в эту ночь благостным считается читать дополнительные молитвы, читать Коран, делать зикры и перед Всевышним обращаться с молитвами. Молитвы, которые искренне вы желаете, хотите попросить у Всевышнего, желательно попросить или даже подготовить заранее. Чтобы не было так, когда придет время просить, вы не терялись в догадках, что же попросить, что же мне все-таки нужно. Например, подготовили список своих близких, за которых вы хотите почитать молитвы, чтобы у них все было хорошо. В эту ночь желательно обращаться ко Всевышнему не только за себя и за своих близких, за всех людей. Ведь пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит в одном из хадисов о том, что самая быстрая молитва – это когда человек искренне просит за другого. И эта молитва принимается как и по отношению другого человека, так и по отношению самого просящего. Потому что за каждым из просящих стоит ангел и говорит: аминь, да будет так, пусть будет принята твоя молитва, ва алейка мисли залик, но и тебе того же. Желаю счастья, благополучия другим людям, и это счастьем и благополучием и радостью возвращается каждому из нас. Пусть Аллах Та'аля даст нам возможность заполнить эту ночь благостью, поклонением, делами, которые нас приблизят ко Всевышнему Аллаху Та'аля. И чтобы эта ночь стала причиной нашей великой радости, как в этом, так и в следующем мире. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.